Сенате Чешской Республики в сотрудничестве с инициативой Ильхама Тохти, Всемирным уйгурским конгрессом и уйгурским движением состоялось совещание под названием «Принудительный труд и ассимиляция в уйгурском регионе». На этом собрании 3 уйгура и 1 турок-казах дали показания о концентрационных лагерях и пытках. Глава инициативы Ильхам Тохти Энвер Джан, президент Всемирного уйгурского конгресса Делкун Иса и директор уйгурского движения Рушен Аббас представили доклад о положении уйгурского народа, подвергшегося геноциду. Сэр Джеффри Нойс, судья уйгурского трибунала в Лондоне, и Сара Ева Ниничкова из юридического факультета Карлова университета также говорили о геноциде уйгуров. Сенатор Павел Фишер, глава Департамента безопасности и внешней политики Сената Чехии, также выступил с речью и заявил, что на основе информации, документов и доказательств, полученных на этой встрече, он будет работать над запретом продукции, произведенной посредством принудительного труда уйгуров не только в Чешской Республике, но и в государствах-членах Европейского Союза. Сенаторы США призвали правительство запретить эксплуатацию труда уйгуров на предприятиях по производству морепродуктов в 2 китайских провинциях из-за опасений по поводу использования принудительного труда в Китае. Согласно информации, Комитет Палаты представителей Конгресса США по делам Китая выступил с заявлением со ссылкой на соответствующий доклад, подготовленный некоммерческой организацией Outlaw Ocean Project, в котором говорится: даже обычные рыболовецкие суда в Китае нарушают права человека. Переработчик морепродуктов китайской провинции Шаньдун вынужден использовать уйгурских турок в качестве рабского труда на своих предприятиях. Требование сенаторов о расследовании нуждается в надлежащем применении законодательства США, запрещающего импорт продукции, произведенной с использованием принудительного человеческого труда. Военные США объявили, что китайский истребитель и американский бомбардировщик подошли так близко, что чуть не спровоцировали аварию. В заявлении, сделанном командованием США в Индокитае, сообщалось, что китайский двухмоторный истребитель Shenyang Ji-11 приблизился примерно на 3 метра к американскому бомбардировщику Б-52, который выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем и создал опасность столкновения. Напряженность в регионе обострилась в последние дни в результате столкновения между китайскими и филиппинскими судами в спорном Южно-Китайском море. Предполагается, что в Китае будет принят десяток ужесточений, таких как ограничение проверки международных отношений в паспортных процедурах граждан, выезжающих за границу, процесс утверждения и усиления политики конфиденциальности, которые коснутся не только высокопоставленных чиновников, но и обычных государственных служащих и всех членов коммунистической партии, работающих в госучреждениях. Наблюдатели говорят, что Си Цзиньпинь пошел на ужесточение политики из-за проблем с Западом и опасений китайских чиновников по поводу западного влияния, стремясь таким образом обезопасить китайский коммунистический режим. Внешний торговый оборот в Узбекистане за первые 9 месяцев 2023 года составил примерно 45 миллиардов долларов. При этом доля Китая в этом показателе увеличилась до 21,1%. Экспорт из Узбекистана в Китай сократился до 1 миллиарда 850 миллионов долларов. С другой стороны, объем импорта в Узбекистан увеличился на 58,5% до 7,6 миллиарда долларов. С начала 2023 года объем торговли Китая с Узбекистаном достиг 9 миллиардов 450 миллионов долларов. Ли Кэцан, занимавший пост премьер-министра Китая в течение 10 лет с 2013 по 2023 год, умер от сердечного приступа в возрасте 68 лет. Китайская государственная телекомпания CCTV объявила о смерти бывшего премьер-министра. Товарищ Ли Кэцан перенес внезапный сердечный приступ 26 октября во время отдыха в Шанхае и умер в 10 минут после полуночи 27 октября, после того, как все попытки реанимировать его не увенчались успехом. Бывший премьер-министр вел дебаты о бедности и неравенстве доходов в 2020 году, заявляя, что 600 миллионов человек во все более богатеющей стране зарабатывают менее 140 долларов в месяц. Оттесненный Си Цзиньпином, который в последние годы усилил свою власть, Ли Кэцан покинул свой пост около 7 месяцев назад.